Самолеты «Казах-Эйр» будут летать в новых направлениях. Специальная экономическая зона «Харгос. Восточные ворота» станет дистрибуционным центром мирового уровня. Мультимедийный развлекательный портал внедрен для удобства пассажиров КТЖ. В результате трансформации «Казатомпром» увеличит свою стоимость в 3 раза. В начале ноября «Казах-Эйр» начнет летать в Талдыкурган из Астаны и Алматы. Об этом на брифинге в СЦК сообщил исполняющий обязанности председателя правления авиакомпании Блэр Поллок. Вторая новость: будет обновлена зимняя форма бортпроводников и пилотов. Третья новость: авиакомпания объявит о снижении ограничений по провозу ручной клади. Также в «Казах-Эйр» обещали запустить услугу онлайн-регистрации. Авиакомпания начала полеты с 27 августа. За 2 месяца более 10 тысяч пассажиров воспользовались ее услугами. Специальная экономическая зона «Харгос. Восточные ворота» – один из объектов программы «Нурлы-Жол», которую реализует Казахстан Темиржолы. Выгодное географическое расположение, наличие условий для развития мультимодальной логистики и для организации крупных промышленных производств и торговли позволит Харгосу стать перспективным дистрибуционным центром мирового уровня. Здесь уже стартовали 5 инвестиционных проектов по формированию экспортно-импортных торговых операций, а также контрактной логистики. Еще 10 проектов находятся на стадии рассмотрения. Общий объем инвестиций первой очереди составляет $300 миллионов. С 20 октября в 4 пассажирских поездах Астана-Алматы и Алматы-Петропавловск запущен мультимедийный развлекательный портал. Он предоставляет пассажирам доступ к обширной медиатеке с фильмами казахстанского и мирового кинематографа, мультфильмами и играми. Более того, пассажиры могут познакомиться с расписанием поездов, получить информацию об услугах такси и гостиниц, прочитать новости, а также оставить отзывы и предложения о сервисе и качестве обслуживания. Развлекательными порталами будут оснащены все 12 маршрутов скоростных поездов Тулпар-Тальга. Программа трансформации Казатомпрома стартовала в буквальном смысле глобально. Охватить международный рынок и стать мировым лидером не только по добыче, но и по производству урана. Вот конечная цель изменений. Путь будет нелегким, предупреждает глава фонда на старте. Трансформация – это очень глубокий процесс. Это не компанейщина. Она не может, трансформация, быть быстро проделана и исполнена в течение года или 2. Это занимает несколько лет, десятки лет, и это предполагает глубочайшие изменения в нашей деятельности, в наших технологиях, которые мы применяем, в тех процессах, которые мы осуществляем. У Казатомпрома планы самые амбициозные. Более 5 миллиардов тенге намерены заработать только за счет модернизации производства. Всего же к 2025 году компания намерена увеличить экономическую добавленную стоимость на 32 миллиарда тенге. Сейчас очень активно прорабатываем 2 очень важных проекта. Это создание завода по ядерному топливу, по производству тепловыделяющих сборок в Усть-Каменогорске, а также по аффинажному заводу. Венцом развития ядерного топливного цикла является строительство атомной электростанции, о которой мы сегодня тоже занимаемся, а соответствующие подготовительные мероприятия у нас, кстати, сегодня в компании реализовываются. Продажами продукции Казатомпрома будет заниматься специальная трейдинговая компания, которую намерены создать уже в следующем году. Помимо заработанных средств будут и сэкономленные. Применение возобновляемых источников и бережное отношение к электроэнергии принесут более 12 миллиардов тенге к 2020 году, утверждает руководство. Мы планируем в первую очередь уменьшать нашу себестоимость за счет энергоэффективности, за счет диверсификации производства и за счет передислокации наших предприятий, которые находились в Алмате, в Кызылорду и Шымкент. Сократятся и уровни управления с 4 до 3, а количество дочерних предприятий к 2019 году снизится почти в 2 раза за счет выведения непрофильных активов. Ко всем этим задачам команда трансформации Казатомпрома уже готова.